Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Насущные вопросы к началу отопительного сезона. В Якутске состоялось заседание оперативного штаба по паводку. Нехватка педагогов почти по всей республике. В Якутске продолжает свою работу штаб по содействию в трудоустройстве в отрасль образования. Газ в моторы. Через Якутию проходит всероссийский автопробег на сжиженном природном газе. Лаборатория одежды. В Якутске состоялось открытие выставки коренных малочисленных народов Севера. Расскажем об этом подробнее. Грандиозные гастроли. В Якутск приедут солисты балета и оркестр Большого театра России. По всей Якутии на тушении лесных пожаров сегодня работает почти 700 человек. Большинство из них, а именно 452 человека, задействовано в Усьмайском районе, где складывается наиболее сложная пожароопасная обстановка. Силы на тушение пожаров в этом районе будут наращиваться. Туда прибудут также сотрудники парашютно-десантной службы из Бурятии, которые ранее работали в Мирнинском районе, где все пожары на сегодня ликвидированы. Итого там будут задействованы около 300 парашютистов-пожарников Федеральной авиалесной охраны из различных регионов России. В Нюрбинском и Верхневилюйском районах, где складывалась сложная пожароопасная обстановка, все возгорания локализованы. На территории республики действует 45 лесных пожаров, 8 из которых наши лесопожарные формирования обслуживают. Сложная ситуация у нас в Усьмайском районе, так же, как и вчера, и в течение недели мы очень много сил там сосредоточено, техники, очень сильное задымление. Те же самолеты Б-200 работать не могут, ресурсной облачности нет, самолеты-зондировщики, следовательно, тоже не работают. Завтра мы с нашими руководителями лесопожарных формирований, это авиалесохрана «Якутлесресурс» и руководством ФБУ авиалесохраны выезжаем на место в Усьмайский район, чтобы принять какие-то оперативные решения, осмотреть ситуацию на месте. В Якутске состоялось заседание оперативного штаба по паводку, которое возглавил председатель правительства республики Андрей Тарасенко. На заседании обсудили нанесенный ущерб, меры поддержки пострадавшим от паводка, которые уже предприняты и еще предстоит предпринять. Председатель правительства региона поручил муниципальным органам власти решить все насущные вопросы к началу отопительного сезона. На данный момент продолжается откачивание воды и просушка пострадавших объектов. Отмечено, что пострадавшие от паводка дороги отремонтируют к 15 сентября. Работы ведутся как вне поселков, так и внутри. При этом отмечается, что уровень части автозимника будет поднят в целях защиты от наводнений. По итогам минувшей недели произведены выплаты 1387 пострадавшим на сумму 12,5 миллионов рублей. Целенаправленно опять по срокам все дали, конкретизировали каждое действие. И думаю, что завершающий такой как этап, как говорят, моя поездка туда еще будет, где я еще раз осмотрюсь, посмотрю, что там сделано интересного, что там, как можно помочь. Повышение уровней воды на 3-4 метра прогнозируют у села Чагда в Алданском районе в ближайшие 2 суток. При значительной интенсивности осадков возможен выход воды на пониженные участки местности. Возможна угроза подтопления дорог, мостов и приусадебных участков, расположенных на берегах рек. Жителям Алданского района рекомендуют заблаговременно перенести на чердак ценные вещи, документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями властей. В случае эвакуации необходимо взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви, запас продуктов на несколько дней. Перед уходом из дома следует выключить электричество и газ, погасить огонь в печах и закрепить все плавучие предметы. Жители республики предупредили о вспышке гриппа птиц в Магаданской области, с которой республика имеет постоянное автомобильное сообщение. Так, генетический материал возбудителя заболевания выявили у птиц из крестьянского хозяйства в Вольском районе. Таким образом, в Магаданской области изъяли более 600 птиц для последующего уничтожения. Всего по России с начала года зарегистрировали 37 вспышек гриппа птиц, из которых 29 у домашней птицы.
Состоялась встреча главы республики с уполномоченным по правам ребенка в республике Туярой Васильевой. Были обсуждены проблемные вопросы в сфере детства и итоги деятельности за последние 3 месяца работы. В работе региональных уполномоченных ставится 4 основных направления: подростки России, дети в семье, безопасное детство, сопровождение всю жизнь. Глава в каждом направлении поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка. Например, о том, что нужно развивать институт профессиональных родителей. Арсений Сергеевич нас поддерживает, будут создаваться кластеры, и это является профилактикой безнадзорности и несовершеннолетних. Рассказала об опыте работы деревни СОС в Томилино, где в 11 домах проживают 60 детей, которые воспитываются профессиональными родителями. И вот это предложение было поддержано Арсением Сергеевичем. И в будущем будут построены такие дома в нашей республике. Педагоги начальных классов, учителя-предметники и воспитатели требуются более чем в 15 районах республики. В Якутске продолжает свою работу штаб по содействию в трудоустройстве выпускников вузов и педагогических колледжей, а также граждан, находящихся в поиске работы для дальнейшего трудоустройства в отрасль образования. Продолжит тему Валерия Наумова. Штаб по трудоустройству учителей работает уже более месяца. Каждую неделю Якутск посещают представители различных районов республики для поиска кандидатов на рабочие места в школы и учреждения дополнительного образования. На этой неделе приехали представители Сунтарского и Мирнинского районов. В Мирном в этом году будет открываться новое здание Центра дополнительного образования, куда требуется несколько педагогов дополнительного образования по разным направлениям. Это будет очень современное учреждение, в которое мы ждем творческих молодых людей, которые будут заполнять вакансии. Ну и кроме этого у нас во всех школах тоже имеются вакансии по таким предметам, как и в остальных районах: учителя математики, русского языка, иностранных языков и так далее. Всего по республике на сегодняшний день открыто более 900 вакансий для трудоустройства. Нехватку кадров в сфере образования в сельской местности связывают с несколькими факторами. Первостепенно – это низкая заработная плата, но есть еще, о которых не всегда задумываются. Желающих туда идти работать и среди студентов, и среди выпускников педвузов, к сожалению, в последнее время особенно не хватает. Потом особенно остро встал вопрос гендерного дисбаланса, то есть в школах работают одни женщины. Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются учителя, не стоит забывать, что одной из самых уважаемых и одновременно трудных считается работа педагога. Для детей учитель является значимой фигурой, обязанной обучать не только школьным премудростям, но и жизненным. И чтобы быть учителем, нужно быть вообще впереди всего нового, что в мире, во всем мире творится. В сельских школах тоже у нас есть и интернет, и дети занимаются гаджетом, дети также развиваются, что в деревне, что в Москве одинаковое развитие идет, поэтому это очень, мне кажется, мотивирует. Это самая благородная профессия – учитель. Не стоит забывать и про программу «Земский учитель», которая стартовала в Якутии в 2019 году. Прежде всего, она направлена на восполнение дефицита учителей и ориентируется на школы, находящиеся в малых населенных пунктах. На 2022-2023 учебный год Министерство просвещения России предоставило республике 15 вакансий. Также на следующей неделе пройдет ярмарка педагогических вакансий, которая поможет как работодателям, так и соискателям. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Ленчанка лишилась 500 000 рублей, став очередной жертвой мошенников. За неделю до этого в республиканском медиапространстве появилась информация о ленском слесаре, подарившем злоумышленникам 750 000 рублей. Как тут же 5 августа на уловки кибермошенников попалась жительница Ленска. Она перевела 500 000 рублей на счет неизвестных лиц, которые убедили ее в том, что ее денежные средства, хранившиеся в банке, находятся в опасности. Ежемесячно на территории Ленского района в среднем
среднем происходит по 9 подобных случаев мошенничества. За полгода 50. Эти показатели держатся на уровне прошлого года, несмотря на то, что сотрудники полиции не устают призывать граждан быть бдительными и при любых подозрительных сообщениях о взломанных счетах лично звонить или обращаться в банк, а не следовать телефонной инструкции неизвестных им лиц. Схема относительно новая. Звонят сотрудники банка, как обычно, представляются, сообщают ложные сведения, что к ее счету пытаются подключить автоплатеж третьи лица. При этом называют фамилии и данные этих лиц, которые, как обычно, это бывают подставные. Направляют ссылку на WhatsApp, просят обновить приложение банка. Она обновляет, ей отправляют логины и пароли. Люди боятся за свои сбережения, вводят логины, пароли, и деньги уходят опять же на счет третьего лица. В целом от рук мошенничества за первые 7 месяцев текущего года пострадало уже 1300 человек, и их общий ущерб составил 122 миллиона рублей. Средний возраст пострадавших – 30-49 лет. В последнее время большой популярностью у преступников пользуется схема, по которой людям звонит автоинформатор, говорит, что на имя потерпевших оформлен кредит и просит совершить определенные манипуляции со своими счетами. Схема позволяет злоумышленникам получить доступ напрямую в личный кабинет клиента банка. В результате они имеют возможность переводить средства в любом объеме. Как уберечься от мошенников? Подробнее в следующем сюжете. Большая часть мошенничеств реализуется с помощью методов социальной инженерии, когда клиенты сами раскрывают злоумышленникам свою личную и финансовую информацию. Мошенники постоянно придумывают все новые легенды, ориентируясь на новостную повестку. Стали активно использовать звонки через мессенджеры. Недавно ВТБ начал фиксировать звонки с иностранных номеров, где мошенники имитируют вызовы российских госорганов, чтобы усыпить бдительность пользователей. На сегодняшний день каждое 10-е обращение в наш контакт-центр касается мошеннических действий. За первое полугодие 2022 года Банк ВТБ уже обработал более 4 миллионов данных обращений и помог 600 тысячам нашим клиентам. Сумма спасенных денежных средств составляет более 13 миллиардов рублей. Эксперты подчеркивают, вне зависимости от новейших технологий, которые внедряет банковское сообщество для борьбы с мошенниками, для сохранности средств очень важны внимание и бдительность клиента. На постоянной основе Банк ВТБ проводит мероприятия по противодействию мошенническим действиям, а также мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. При этом, по оценке банка, решением проблемы мошенничества необходимо заниматься на государственном уровне. В связи с этим ВТБ подготовил свои предложения поправок в законы для более эффективной борьбы с мошенниками и защиты средств россиян. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Через Якутию проходит всероссийский автопробег на сжиженном природном газе. Масштабный марафон охватит 25 регионов страны. В республике колонна стартовала в Нерюнгринском районе под эгидой столетия в дань уважения основоположникам якутской автономии. 4 автомобиля на самом чистом российском энергоресурсе проедут через 6 районов республики, а также через Мирный и Якутск. Цель автопробега данного – это привлечение федеральных министерств для развития газомоторного топлива в Республике Саха-Якутия, чтобы показать, что вот Якутия тоже имеет перспективы развития газомоторного топлива. Представители Министерства промышленности и сотрудники нефтегазовой отрасли стартовали из Сковородино в Нерюнгри, а вечером прибыли в Алданский район. Инициатором масштабной акции выступает «Газпром» газомоторное топливо. По территории республики движение колонны из 3 автомобилей приурочено к столетию якутской автономии. Прибыв в Алдан, участники пробега в первую очередь отправились на заправку, а затем в гостиницу Центра спортивной подготовки. Завтра после посещения некоторых объектов в Алдане и в Тамоте гости отправятся в дальнейший путь. Дорога нормальная, но вот из-за погодных условий видимость чутка ухудшилась, но все нормально. Едем мы в Нерюнгри на природном газе, заправились в Якутске. Дорога нормальная, но вот дожди небольшие мешают, туман, а так в целом все хорошо и все устраивает.
В Якутске состоялось открытие выставки «Серекте. Нить судьбы». Экспозиция представила более 200 работ мастеров и художников и была приурочена открытию региональной общественной организации «Лаборатория одежды коренных малочисленных народов Севера Якутии». Продолжит тему Саргалана Неустроева. Этнические мотивы сегодня прослеживаются практически в каждом художественном произведении, от кинематографа до высокой моды. А в Якутии и вовсе этнос активно развивается как бренд региона. Но это все про интеграцию элементов народной культуры в современный быт. А вот сохранить настоящие традиции представители лаборатории одежды коренных малочисленных народов Севера решили буквально. Все представленные комплекты – это то, что буквально носили столетия до нас. А ведь переосмысливать данные образы можно и сегодня. Более того, аналоги настолько теплой и практичной одежды все еще не изобретены. Вот что значит: не знаешь прошлого, не имеешь будущего. И, конечно, представлены работы молодых современных авторов, которые стараются перенять наследие предков и правильно трактовать технологию обработки материалов, соблюдать орнаментальные каноны. Это тоже целое искусство. Задача, я думаю, даже этой лаборатории, нашей выставки, показать, что надо любить свою культуру, надо бережно относиться к традициям. Сегодня в 21 районах республики проживает более 32,5 тысяч представителей малочисленных народов Севера. Все они носители уникальной культуры, которая с каждым годом рискует исчезнуть. Проект же, по словам его инициатора Елены Голомаревой, привлечет районы к тому, чтобы сохранить и популяризировать национальные особенности быта и культуры. Поднять вот именно местное население на уровне муниципальных образований. Сегодня уже создается реестр мастеров, которые были когда-то, да. Мы их это работы фотографируем, мы их работы будем пытаться сохранить в музеях. И это мы посвящаем Дню коренных народов мира, который объявлена Организацией Объединенных Наций. И мы считаем, что в нашей республике вопросом культурного наследия обращается очень большое внимание. Экспозиция мастеров и художников «Серекте. Нить, связующая века» будет работать с 8 по 21 августа в Национальном художественном музее республики. Увидеть ее уникальный шанс узнать историю своей родины и, может быть, вдохновиться мастерством предков. Саргалана Неустроева, Виктор Дьячковский, Якутск. В Якутск приезжают солисты балета и оркестр Большого театра России. Концерт состоится 23 и 24 сентября на сцене театра оперы и балета имени Суарона Малона. Коллектив представит разноплановую программу. В первом отделении зрители увидят спектакль «Кармен Сюита». Во втором отделении «Дивертисмент» будут представлены отрывки из классических и современных спектаклей из репертуара Большого театра. Отметим, что с начала открытия театрального сезона творческий коллектив Якутского театра готовится к предстоящим ответным гастролям на новой сцене Большого театра в Москве. Выступление состоится 6 декабря. Завершился летний сезон в Томодском лагере «Берег дружбы». За 2 смены на берегу Алдана отдохнули несколько сотен ребят. Впечатлениями об отдыхе дети поделились с Татьяной Вахниной. Конечная остановка – площадь Ленина. Прибывших ребят встречают родители, бабушки и дедушки. А мальчишки и девчонки, тепло попрощавшись с друзьями и педагогами, торопятся поделиться с близкими впечатлениями об отдыхе. В Томодском лагере «Берег дружбы» завершился 2-й сезон. И каждый день для школьников был наполнен массой увлекательных забав и незабываемых приколов. Ой, отлично. Прошел сезон. Мероприятий очень много было. Все довольны, купались вдоволь, 2 недели не выходя из бассейна. Так что отлично было все. Целебный воздух соснового бора, 5-разовое питание, активные игры, занятия в кружках по интересам. Лагерь на берегу Алдана остается любимым местом отдыха для большого количества алданских школьников. За 2 смены здесь отдохнули порядка 400 мальчишек и девчонок от 8 до 16 лет. А многие ребята твердо решили вновь встретиться с друзьями на берегу дружбы в следующем году.
Мероприятия были вообще все очень интересные. Дети с интересом участвовали. Им все это нравилось. Вообще в лагере было очень-очень-очень хорошо, честно говоря. И погода хорошая была, как раз повезло нам. Именно все было хорошо. Всего в Алданском районе летом 2022-го организованным отдыхом охвачено свыше 4000 детей и подростков. Наиболее массовое направление составили лагеря дневного пребывания. В течение 3 месяцев работали 19 пришкольных площадок. В августе продолжает работу лагерь круглосуточного пребывания при детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. Также ребят принимает площадка, действующая при лыжной базе «Снежинка». Татьяна Вахнина, Алдан. Во Владивостоке завершились 7-е спортивные игры «Дети Азии». Праздник спорта собрал свыше 1500 спортсменов, участников и гостей из разных стран и регионов России. О том, какими были эти игры и чего ожидать в 2024 году, в материале наших корреспондентов. 12 иностранных государств, 1355 спортсменов, 1000 волонтеров, 279 комплектов наград, 19 видов спорта. Все это 7-е международные спортивные игры «Дети Азии», которые на 10 дней захлестнули славный город Владивосток. По уровню подготовленности спортсменов надо отметить, что он на очень высоком уровне. Те же соревнования по художественной гимнастике, по боксу и по остальным видам спорта, они достойного уровня, именно континентального уровня первенства мира, поэтому это все то, что доказывает, что к играм «Дети Азии» пристальное внимание. Это площадка для просмотра спортивного резерва стран. В центре внимания, безусловно, спортивные состязания. В этом году программа была более чем обширной. От дебютных для детей Азии пляжного волейбола, баскетбола 3х3 и брейкинга до традиционных национальных видов масс-рестлинг, абсагай и борьба кураж. За медали игр развернулась поистине олимпийская борьба. По итогам всех соревновательных дней тройка медального зачета выглядит следующим образом. Сборная Сибири со 119 медалями, на 2-м месте Узбекистан со 114 медалями, а тройку замыкает Москва со 110 медалями. Сборная Якутии на 6-м месте с 37 медалями. Следующие спортивные игры будут зимними. Пройдут они в 2023 году на Кузбассе. Ну а уже через год, в 2024 году, игры вернутся к нам домой в Якутию. Сегодня Владивосток передал эстафету проведения городу на вечной мерзлоте. Для нас это вдвойне ответственная задача. Игры «Дети Азии» начались у нас. Поэтому будем очень усердно готовиться, будем готовить город Якутск, готовить наших спортсменов для того, чтобы на должном уровне встретить всех наших гостей и показать наше гостеприимство. Новая глава в истории детей Азии успешно завершилась. Несомненно, она уже открыла ряд новых спортивных имен, которые вскоре достигнут олимпийских высот. Петр Васильев, Александр Хавренко, Лидия Гасанбалаева, Джулстан Иннокентьев, Владивосток. Завершение спортивных соревнований подразумевает под собой возвращение участников домой. Так, чемпионы, призеры и участники международных спортивных игр «Дети Азии» прилетели в Якутск из Владивостока. Родные встретили юных спортсменов с плакатами, шарами и цветами. Напомним, 7 августа состоялось закрытие игр. По итогам соревнований сборная Якутии завоевала 12 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей. Я очень сильно волновалась на самом деле, и соревнования прошли в очень дружеской форме, мне все очень понравилось, со всеми участниками познакомилась. Все очень хорошо, все постарались, и все заслуженно получили все свои награды, медали, бронзовые, серебряные, золотые медали, и все очень довольны. Прошло все очень отлично, организация очень хорошая, мне все очень понравилось.
Я очень довольна своим результатом. Очень готовилась, до сих пор еще не поняла, что я выиграла. А так все, очень рада, что поучаствовала на этих соревнованиях. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Хорошего дня.